Хаумахагас Дустар. Здравствуйте, дорогие друзья. Канал «Аспекты Башкортостана» продолжает свою работу. У нас прямой эфир и на очереди программа «Аспекты мнений». У микрофона Руслан Валиев, а в гостях нашей студии сегодня лидер комитета Башкирского национального движения за рубежом, оппозиционный политик, активист Руслан Габасов. Руслан, день добрый. Хаумахагас Дустар. Здравствуйте, Руслан. Всех рад видеть. Ну что ж, давно мы не встречались, тем более в формате прямого эфира. Я надеюсь, что нам есть о чем поговорить, точнее, я уверен в этом. Вот. И наши зрители не дадут соврать, тем более, что они уже подключились к чату нашей трансляции и задают вопросы, в том числе вполне конкретные, прикладные, я бы сказал, которые действительно хотелось бы сегодня затронуть в том числе. Но есть вопросы, скажем так, более широкие, с которых, наверное, хотелось бы все-таки начать. Сразу хочу опасения высказать на тему того, что мы все обсудить явно не успеем, но главное положить начало или заложить традицию даже, я бы сказал, да, и тогда уже можно будет, скажем так, говорить о каких-то, может быть, узких вопросах. С текущей повестки начну, Руслан. Буквально вчера озвучила список представителей, скажу в широком смысле, людей, представляющих Россию, если в целом так говорить, да, которые, значит, должны составить эту оппозиционную платформу при парламентской ассамблее Совета Европы. По поводу списка этих людей тут же разгорелись дискуссии самого разного рода. Я увидел и позитивные, и нейтральные, и отрицательные отзывы. Но нас, конечно, интересует вопрос, почему, на твой взгляд, нет никого из представителей наших народов, конкретно татарского и башкирского народов. Вообще представителей тюркских народов там нет. Вот. В этом смысле я продолжаю тот разговор, который мы начали в конце прошлой недели с Айгуль Леон. Я ей задавал вопрос еще до оглашения списка. Сейчас список известен, в общем-то, я его дублирую, но уже расширяю в том смысле, что вот как эти люди вообще оцениваются, скажем так. Ну, что касаемо российских именно оппозиционеров, псевдолиберальной оппозиции, как я ее называю, там практически все они москвичи, вся москвоцентричная оппозиция, люди достаточно известные, популярные в России среди оппозиции. Меня, как бы список ожидаемый. Список ожидаемый. Единственное, что меня удивило, то, что не попали представители ФБК. Есть некоторые аффилированные с ФБК люди, такие как Соболь, допустим. Но вообще ФБК представителей нет. Она сейчас вроде как позиционирует себя как независимый человек. Ну ладно, действительно, я понимаю, она соратница Алексея Навального. Да, все равно близкая, когда-то была или что-то в этом роде. Вот. А в остальном, все люди, которые туда попали, они были ожидаемые. Ну, кроме там, может быть, пару человек, таких как Таваконникова, Надежда с Pussy Riot. Волна, Андрей Волна, по-моему, зовут его, человек, который врач, да, тот известный. Ну и все, наверное, остальные. Я его не вижу, кстати. А я перечислю быстро. Наталья Арно, Дмитрий Гудков, Марк Фейгин, Владимир Карамурза, Гарри Каспаров, Ходорковский, Олег Орлов, Соболь, Толоконникова. Это вот федеральная часть списка. И дальше есть активисты национальных движений или коренных народов, как правильно выражаться. Нет, еще Олег Орлов. Олег Орлов – это мемориал, Андрей Волна еще есть. Любовь Соболь. То есть Андрей Волна пропустили вы. А у меня в списке нет, видимо. Списки разные, что ли? Ничего себе. Так, ладно. Не спорю, окей. Угу. Да, и то есть, соответственно, и 5 человек, вообще список расширили. Должно было сперва 8 человек быть, из которых... 12 человек должно быть, из которых 4 человека должны были представлять коренные народы. А тут еще, тут расширили список, и вчера я слушал Каспарова, он говорил о том, что, видать, хотели так как огромное количество людей подало заявку и хотелось больше включить, и там раскладывали, в итоге решили расширить. Но раз расширили до 10 человек от российской оппозиции, то, соответственно, раз 1/3 представление дается площадка для коренных народов, то, соответственно, на одно место прибавилось и у коренных народов.
Что касаемо коренных народов, то сперва, наверное, нужно отразить позицию нашу. Наш комитет Башкирского национального движения за рубежом. Мы входим в Лигу свободных наций. На расширенном собрании Лиги мы решили, что мы не будем участвовать на данной площадке. Ага. Мы не будем участвовать. Мы будем добиваться отдельной площадки. Когда будет создана отдельная площадка, а это есть в заявлении резолюции, что вот в этом году уже, в наступившем, будет создана отдельная площадка для коренных народов. Вот там мы будем присутствовать на совместной площадке с российской оппозицией, потому что она еще и называется площадка российской оппозиции. Соответственно, мы себя не причисляем к России. Это наша позиция такая. Поэтому мы там не участвуем. Вот именно на данной площадке отказались. Это только Башнацдвижение вашего комитета позиция, или еще есть какие-то представители коренных народов, которые разделяют эту позицию? Это позиция Лиги свободных наций, куда входят десятки различных национальных и регионалистических движений. То есть, исходя из этого, можно сделать вывод, может быть, не точный, но приблизительный. Именно поэтому нет представителей тюркских народов в платформе? Нет, или не только поэтому? Не обязательно. Это же не говорит о том, что все национальные движения входят. Тем более у разных национальных движений. Это вот у нас, к счастью, так получилось, что у Башкирского национального движения всего лишь один орган. И нет никаких вот таких раздраев или что-то такого. Дублирующих органов нет. Да. Угу. А вот допустим, у Татарского национального движения, у них там 3 организации, как минимум. Это и правительство независимого Татарстана, и сейчас Совет Татар мира появился, Шуро Татар мира. Еще есть Комитет независимости Татарстана. Вот. И из них 2 организации подавали заявку, насколько я знаю. Это Совет Татар мира, Руслан Айсин подавал заявку. И от правительства независимого Татарстана подавали заявку. Но они не прошли. Для меня это действительно тоже странно. Почему от тюркских народов, от татарского народа, как самый большой, наверное, народ, не прошло никто. Но остальные люди, которые там попали, для меня они, кроме Руслана Кутаева, представителя чеченского движения, я думаю, что вот он для меня понятен. Человек, в принципе, я его взгляды знаю, он выступает за независимость своей республики Ичкерия. Остальные, все, которые там перечислены, и еще, насколько я наводил справки по поводу вот этой девушки от Ингрии, которая выступает, сейчас я ее скажу фамилия, Екатерина Кузнецова. Тоже про нее сказали, что она достаточно твердых позиций, она четко выступает за независимость Ингрии, вот этого региона Ингерманландии, и стоит твердо на этих взглядах. Остальные, я уверен в этом, что это их протащил Ходорковский. А я все-таки поправлю. Я знаю еще одну участницу списка, это Лана Пылаева, представительница Коми. Она тоже соответствующих взглядов. Так что я бы тут не обобщал. Возможно, я тоже не знаю. Да, возможно, вот именно про Лану Пылаеву я мало знаю, но я не видел ее, наверное, интервью или каких-то таких комментариев, где бы она четко и твердо заявляла бы о том, что она выступает за независимость Коми. Она же представитель Коми. Угу. Может быть, поэтому я так считаю. Но остальные это точно люди, которые не выступают. Особенно Сюляндига, он несколько раз об этом заявил, что он за то, чтобы малые коренные народы остались в составе России, что он против распада России. Остальные тоже таких же взглядов. Угу. Хорошо. Мы уже сейчас даже таким опытным путем поняли, что так или иначе несколько представителей коренных народов есть, и есть разные, среди них даже разные, да, то есть есть твердые убежденные сторонники независимости своих стран, а есть сторонники все-таки такого компромиссного, что ли, пути, как я его называю, федерализации. Этот факт, скажем так, он доказывает, что люди разных взглядов также есть среди, жителей, да, которые живут внутри, тех, которые живут в эмиграции. То есть, действительно, по разным причинам взгляды разные. Почему
вот люди, которые имеют все-таки более мягкие, что ли, подходы к данному вопросу, лично вами, да, и вот представителями комитета Башнацдвижения за рубежом воспринимаются в штыки. Вот сразу, ну, как бы ощущается такое неприятие, негатив. Я не говорю, что сразу на всех навешивается ярлык, что они имперцы, хотя и это бывает порой. Но вот все-таки, по крайней мере, может быть, я ошибаюсь, но ощущение складывается такое, что нет желания общаться с этими людьми, работать с этими людьми, развивать с ними дискуссию для того, чтобы, возможно, они свои взгляды пересмотрели. Почему, Руслан, вы не смотрите с другой стороны, что эти люди, наоборот, не хотят иметь с нами никаких дел, не хотят с нами общаться ввиду нашей вот такой твердой, ну, как бы для них радикальной позиции? В принципе, я человек, который готов со всеми общаться, со всеми выстраивать какие-то отношения, если как бы это поможет общему делу. Но, насколько я знаю, это сейчас, конечно, вот этот вот наступил перелом во мнении многих оппозиционных россиян по отношению к деколонизаторам. В общем, если будем брать нас, да, вот. Но, как правило, все равно они считают нас маргиналами, люди, которые вот такие радикальная оппозиция, с которыми не надо разговаривать, они там что-то такое предлагают страшное и непонятное, которое вот лучше от этого держаться подальше. Но... А оно же реально непонятное, поэтому страшное, поэтому разговаривать не хотят. Вот надо же как-то, наверное, пробивать эту брешь. Я понимаю, о чем речь. Большинство из нас, в общем-то, я сам был одним из тех, кто еще недавно вообще не понимал, о чем можно разговаривать. 8 лет назад, когда Айрат Дильмухаметов начал говорить даже не о независимости, а просто о 4-й Башкирской республике, я думал, что за чушь он несет поначалу. Но когда тот же Дильмухаметов потихонечку, медленно, вкратчиво лично мне объяснил, ну не лично в личных беседах, а вот в интервью, приходя на «Эхо Москвы», я начал задумываться, ага, что-то в этом есть. И в результате вот я в той точке, в какой нахожусь. Все почему получилось? Потому что никто меня не обзывал обидными словами, имперцем, там, каким-то псевдолибералом. И нормально относились ко мне эти люди. И я постепенно проникался симпатией к людям и к их идеям. Вот, судя по своему примеру, я хочу сказать, что есть шанс таким образом привлечь тех, кто сегодня относится негативно. Тех, кто действительно боятся, тех, кто буквально устраняются и убегают. Говорят, нет, мы с вами не будем разговаривать, вы какие-то сумасшедшие радикалы. Так они и будут убегать, если не делать шаги навстречу, так скажем. Вот что я пытаюсь донести. И спрашиваю, почему бы вот не перестроить в этом смысле отношения? Еще более дружелюбнее их создать. Я еще раз как бы скажу, что я открыт, я и наш комитет открыты для всех, мы готовы со всеми общаться, сотрудничать. Но меня как бы тоже опять удивляют слова «ваше непонятное там видение будущего». Наоборот, мне кажется, что наше видение будущего, оно наиболее понятное. Почему? Потому что вот для меня непонятно видение будущего какой-то прекрасной России, там прекрасной России будущего, про которую говорят там. Потому что ее никогда не было. Вот распад России был, и был 2 раза. И после 17 года был, и после 91 года был распад. И как бы все об этом помнят, все об этом знают. В историю загляните, пожалуйста. Но никакой прекрасной России будущего, возможно, там как первые 2-3 года было, с момента с 91 там, по 93 год, да, до момента расстрела парламента. Все. Вот какая-то часть, вот этот кусочек маленький был. Но... И никто не видел этой прекрасной России будущего. Какая она будет, как она будет, что из себя. Да, поэтому... это другой вопрос. Я тут согласен, я тоже не вижу, как... Ага. Да, просто как бы люди боятся, действительно, я согласен, что люди боятся перемен. Люди боятся вот каких-то потрясений в обществе. Я согласен с этим. Но от того, что ты боишься, и это не говорит о том, что этого не будет. Скорее всего, и чем дольше идет война, вот это вот, тем больше усугубляется вот этот кризис, скорее всего, эти перемены наступят более чем очевидно. Угу. Ну, сейчас мы немножко уже, в другую сторону отошли, не закончив, на самом деле, тот блок. Здесь я сразу скажу, что я понимаю, о чем речь. Действительно, если у деколонизаторов в широком смысле есть
конкретная программа действий и представление, что там дальше нас ждет или может ждать. А у представителей, скажем, другого лагеря есть какие-то розовые очки, которые говорят ПРБ, а что, как, откуда она возьмется, как это возникнет на пустом месте, непонятно. Тут я даже не спорю, и, наверное, вопросов задавать дополнительно нет смысла, потому что, так оно и есть вроде бы. А вот завершая ту тему поиска, скажем так, сторонников и создания армии сочувствующих людей, я назову это так. Я слышу периодически, Руслан, да, и по себе чувствую, что есть готовность общаться. Это все прекрасно. И поэтому на личном уровне у меня с этим вообще никаких нет противоречий. Но когда я вижу конкретно тебя и других ребят, которые, скажем так, накидываются, набрасываются, вот, например, на моего коллегу по аспектам, да, на Женю Коноплина. Я этого никак понять не могу. Я понимаю споры и дискуссии по конкретным вопросам, но когда, опять же, вешаются ярлыки, вот имперец, вот там еще кто-то, мне кажется, это заводит в тупик дискуссию любую. Дело в чем? Потому что каждый человек, тем более уж надо правде в глаза смотреть, представитель не тюркской нации, он не может быть, не он конкретный, а вообще любой, не может быть готовым к тому, чтобы понять многие тезисы, о которых мы сейчас говорим. Потому что даже наши с тобой, братья, да, по национальностям, наши сородичи, тоже в огромном количестве, в большинстве своем этого не понимают. Таким образом, я вот хочу, наверное, призвать даже, это даже не вопрос, а именно призыв к тому, чтобы не только декларировать открытость и готовность общаться со всеми, но и проявлять ее в деле. То есть терпимо относиться в том числе к возмутительным, может быть, высказываниям каких-то людей, которые просто не готовы по каким-то причинам, по объективным причинам на самом деле, не готовы принять совершенно неожиданную картину мира. Потому что принять картину мира деколонизатора для человека, выросшего в России, это буквально слом всей конструкции, которая закладывалась с рождения. Мы понимаем, о чем речь, да? Рождение, детский сад, школа, университет, работа. И тут ты начинаешь говорить, нет, это все было неправильно. Насколько моя вот сейчас высказанная речь близка, согласен, не согласен, как вот вообще с этим быть? Смотри, Руслан, я не считаю Коноплина глупым человеком. Человек достаточно умный, очень много работал в оппозиционных движениях, и он прекрасно разбирается, что такое либералы. И человек явно настроен против национального движения, против независимости народов, против независимости Башкортостана. И он это не скрывает, он это прямо говорит, и он говорит о том, что я против того, чтобы башкирский язык был обязательным государственным языком, чтобы он учился обязательно всеми. И это вот просто берем Коноплина. То есть он буквально даже после эфира с Айгуль, когда там написали в комментариях, что мы не согласны с мнением, он там сердечки понаставил этой женщине, там, да. То есть это его позиция, она такая, какая есть. И таких людей, я согласен, их много. Руслан, я был носителем той же позиции. Еще недавно я тоже был против обязательного изучения какого-либо языка. Только кто-то меняется, да. А кто-то нет. Кто-то нет. И даже когда ему говоришь, почему ты изменился, Руслан? Потому что ты слышал аргументы, как-то пропускал их через себя, через свое, возможно, свое мировоззрение, и потом ты приходил или не приходил к этому мнению. Но Женя Коноплин услышал множество аргументов. Мало того, меня приглашали на эфир Ахмадеев и Коноплин. Мы говорили о будущем проекте независимого Башкортостана. Я с ними разговаривал. В итоге я разбил все их доводы, почему после этого этот эфир не вышел вообще в свет. Потому что, видимо, так они посчитали, что не стоит выпускать такой эфир, где разбиваются все доводы противников независимости. Вот.
Я Я, просто к кстати, тому, его не что... слышал, но я слышал от них, что там было наоборот. Они посчитали, что они наоборот как бы Ну, а победили в той дискуссии, так скажем. почему Я же вот не знаю, почему же кстати, почему тогда? они не дали его. Вот, это, наверное, самое главное. Я бы с удовольствием услышал бы тогда и ихнюю победу бы, и все бы услышали. Я бы рад был только этому. Я просто к тому, что я согласен, что есть люди, которые не готовы воспринимать и не будут воспринимать. Они четко стоят твердо на убеждении, что вот Россия должна быть единая и неделимая. Кстати, из-за этого проиграло белое движение во время гражданской войны. Когда твердо стояли на позиции единой и неделимой, отказали Маннергейму, который предлагал даже свои войска ввести в Петроград тогда и захватить его, помочь белому движению, на условии, что они признают независимость Финляндии. Колчак отказал. Также было отказано Польше, также было отказано другим каким-либо, ну и Башкортостану, также было Колчак отказал, вот, в автономии. Это их и погубило. Сегодня повторяется то же самое. Они все слышат наши аргументы, они с нами беседуют, они смотрят наши передачи, они с нами дискуссируют, но все равно они твердо убеждены, что вот это будет плохо, если будет независимость у Башкортостана, у Татарстана, у Ичкерии, у Якутии и так далее. Хорошо, это дальше. Но вот тот же Женя, кстати, пишет у нас тут комментарий. Он поправляет. И это, кстати, я сейчас прочитаю, но перед тем скажу, что это как раз доказывает, что зачастую мы, в широком смысле мы, не дослушиваем друг друга и делаем скоропалительные выводы. И иногда некоторые тезисы мы, услышанные от одного человека, приписываем к другим. Вот, например, он пишет прямо сейчас в чате: про башкирский язык говорил Федор Телин, а не я, имеет он в виду. Дальше он пишет: то, что он ничего не имеет против свободного Башкортостана, он против картины мира Руслана Габасова. То есть вот, тут есть на самом деле стилистические какие-то разногласия, но по принципиальным вопросам, как я понимаю, разногласий нет. И тем более, если вернуться немножко назад, отмотать, есть опять же шанс того, что человек меняет взгляды. Я только рад буду, что он присоединится к нашей позиции, что Башкортостан имеет право быть независимым, что имеет право и другие регионы быть независимыми, что вообще Российская Федерация, которая собрана силой практически, сегодняшняя Российская Федерация, сегодняшняя территория, фактически, что другие народы имеют право на свободу. Вот здесь тогда я сейчас уже хочу все-таки опять же расширить, без относительно отдельного человека, а в целом поговорить. Опять же, набирая информацию из разных мест, общаясь с разными людьми, представителями наших коренных народов, там, представителями других национальностей, именно с теми, кто сочувствует, скажем так, в целом нашему общему движению, антивоенному, антиколонизационному, среди них тоже много сомнений. Они говорят: да, мы понимаем ваши аргументы по поводу того, что там империя зла, значит, тюрьма народов, значит, ликвидация национальной идентичности, постепенное исчезновение, все как бы понятно. И хорошо, когда люди живут и процветают в независимых странах, тем более есть примеры, там какая-нибудь вот Эстония, Латвия, Литва, страны Балтии являются, ну, в этом смысле, наверное, эталонами. Все понятно. Как бы, наверное, это хорошо. Но есть опасения, куча опасений, которые зачастую и мешают людям открыто и уверенно поддержать. Опасения заключаются в том, что это может превратиться в бесконечную гражданскую войну. Я не знаю, там преступность распоясается, никто это не сможет контролировать, пограничные споры. В конце концов, у Башкортостана на сегодня нет де-факто выхода, да, как бы наружу, это анклав. Что там еще можно вспомнить? Вопросы вооруженных сил, ядерного оружия, в конце концов, вопросы. Вот. Ведь от момента, так скажем, распада до момента создания в будущем аналога Евросоюза может пройти много-много лет. И вот это все людей беспокоит. Как им можно ответить грамотно и уверенно в том, что этого ничего не будет? Ну вот именно поэтому мы объясняем все в своих эфирах, в своих постах, в своих статьях. На все эти вопросы мы отвечаем. Ну, условно, вот давайте возьмем маленький пример по поводу там, якобы бесконечных каких-либо гражданских войн. Начнем с того, что когда нас пугает какими-то гипотетическими конфликтами, войнами, надо посмотреть на сейчас. Она сейчас прямо идет, война. И уже 4-й год идет.
в горячей фазе эта война. А до этого шла в Чечне, а до этого в Афганистане, а до этого там еще в других странах. А Россия постоянно с кем-то ведет войны, и постоянно башкиры, которые, ну, у нас нету никаких претензий к украинцам, у нас не было никаких претензий к афганцам, у нас не было никаких претензий к чеченцам. Почему башкиры должны постоянно там за интересы какой-то Москвы ехать куда-то на какие-то территории, воевать, умирать и вообще участвовать в этой войне? То есть сейчас, вот прямо сейчас идет война. Люди на это не смотрят, ну, потому что думают, что она где-то идет далеко. На самом деле она все равно постепенно их все касается все больше и больше. Все больше и больше трупов привозят. Все больше и больше там уже бомбят сам Башкортостан. Но люди почему-то думают, что вот гипотетически в будущем будет всех ждать война какая-то. А почему вы так думаете? А если не будет? И зачем нам с кем воевать? Ну вот с кем воевать? Единственное, кто с нами может воевать, это Москва. Опять попытаться нас захватить и поработить. То есть, если мы объявим о своей независимости, она ведет танки, как в Ичкерию, и всех вновь задавит. Вот это единственный только вариант, что такое может быть. Но именно поэтому мы сейчас и ждем тот момент, когда Москва настолько ослабнет, что она не сможет в результате этого поражения войны против Украины, в результате кризиса экономического, который вот уже наступил, и он идет огромными шагами по России. Вот в результате всего этого коллапса, я думаю, что у Москвы просто не будет сил удержать все регионы. И если в 1991 году о независимости объявили только Ичкерия и Татарстан, то мне кажется, что в этот раз, глядя на 35 лет жизни в России, где обещали им берите суверенитет столько, сколько хотите, и в итоге всех обманули, мне кажется, в этот раз будет намного больше регионов, которые захотят независимости. А сразу же там всех подавить, условно там 15 республик, я сомневаюсь, что этого хватит. Хватит силы у какой-то Москвы, плюс если еще захотят другие сами лично регионы русскоязычные отделиться. Поэтому... И тут и самое главное здесь, знаете что? Что хотим мы этого или не хотим, наступит коллапс, в любом случае, скорее всего, наступит. Я вот даю больше вариантов, что наступит коллапс, чем варианты, что все сохранится как есть, и как-то все медленно превратится или быстро превратится в какую-то прекрасную Россию будущего. Не будет такого. К этому нет никаких предпосылок. Да, я как раз про этот вопрос и не задаю. У меня здесь тоже есть собственные убеждения. И вроде бы у тех, о ком я говорю, тоже. Они тоже не видят как бы сценария того, а когда и как случится вот эта вот великая, замечательная демократическая федеративная страна. Но вот поэтому, и по поводу альтернативного варианта есть сомнения. Поэтому, Руслан, надо как бы готовиться к этим неизбежным переменам, а не отталкивать их и всеми ногами упираться и говорить, что этого не будет никогда, и раз мы этого не хотим, то значит этого не будет. Будет, просто надо к этому готовиться. И одна из важнейших отношений с Европарламентом, с европейскими странами, как раз их тоже в этом убедить, что изменения наступят обязательно, изменения наступят катастрофические, масштабные. И лучше готовиться, подготовленным быть к этому, когда заявят сразу же 15 республик национальных о независимости, условно. Пусть не 15, пусть 5 или 7, которые вот прям такие, имеют сильные такие движения на независимость. Что будет в этом делать, в этом случае делать Европарламент, европейские государства, США и так далее? Вот к этому надо готовиться, потому что я сомневаюсь, что та же самая Ичкерия захочет вновь быть под Москвой после там какого-то очередного кризиса. А насчет ядерного оружия, опять какие-то вот страшилки про ядерное оружие, про Китай. Но у нас нету ядерного оружия. У кого есть, пусть они там сами разговаривают с Москвой и со всем миром. У нас нету ядерного оружия. У нас даже ни одной военной части практически нету, кроме Алкина. Если уж на то пошло. Боятся федеральные силы держать военные части в Татарстане и Башкортостане. Их просто нету. Насчет Китая тоже страшилка такая, которая там далекая от реальности. Где Китай и где Башкортостан? Между Китаем и Россией лежат две большие страны, такие как Казахстан и Монголия, с огромными территориями, которых Китай не захватывает. Он с ними торгует, может быть, он и захватывает кого-то экономически, через там кредиты или через еще что-то. Но точно физически он не захватывает никого. Почему он должен Башкортостан захватить? То есть аргументы как бы, все вот эти аргументы разбиваются. Именно поэтому не хотят все
сторонники единой и неделимой России с нами вступать в какие-то там дискуссии, в какие-то споры, дебаты. А мне кажется, они просто не понимают. Вот те, кто как бы идею в штыки воспринимают, просто не понимают. И не понимают неизбежности, например, да, того, что это рано или поздно случится. Считают, что зачем к этому готовиться, если это не факт, что произойдет. Я-то как раз таки понимаю, что данная ситуация, она все равно выльется в какой-то, я не знаю, как минимум раздрай, и надо будет что-то решать. Вот. А, соответственно, я к чему это все, опять же, продолжаю мысль. Готовиться. Что значит готовиться? Наверное, проводить разъяснительную работу. Но когда проводишь разъяснительную работу, мне кажется, нужно быть готовым к тому, что некоторые будут производить впечатление, оппоненты, того, что они упертые и никогда не изменятся. Это, опять же, к разговору выше, да, о конкретных ребятах. Но это тоже не так, я глубоко в этом убежден. То есть, опять же, проводя эту самую разъяснительную работу, нужно быть готовым повторить 10 раз, 20 раз одни и те же тезисы, и тогда, ну, в общем-то, даже самый твердолобый истукан, условно, который сейчас верит в исключительность империи, даже до него может дойти. Вот я как бы все-таки в данном случае даже, опять же, не вопрос задаю, а высказываю точку зрения. Абсолютно в целом согласен. по работе. Абсолютно согласен, и мы это делаем, и у нашего комитета есть 2 канала, 2 YouTube-канала, и русскоязычный, и башкироязычный. Приглашаю всех подписаться. И мой личный канал, и в Телеграме есть, и Инстаграм, и все есть. Заходите, смотрите, читайте, просвещайтесь, как говорится. Угу. Так, сейчас немножечко пройдусь по чату, не хочется обижать зрителей. Тут есть вопросы поуже, но вполне себе важные прямо на сегодня, потому что, опять же, прямо сейчас на земле в Башкортостане живут простые люди, и часть из них страдают от политических репрессий, например, от беспредела по Баймакскому делу. Как помочь семьям осужденных по Баймакскому делу, спрашивает один наш зритель. Возможно, кстати, он и не наш вовсе, судя по нику, но так или иначе вопрос, по-моему, уместен на данный момент. Это очень, я считаю, важный вопрос, и он очень насущный вопрос. Поэтому, на мой взгляд, это нужно не у меня спрашивать. Как вот, ну, я ничем лично не могу помочь, потому что любой от меня какая-то помощь в открытом виде, она будет восприниматься, ну, сразу связь со мной, и, соответственно, может повлечь какие-то там уголовные последствия. Естественно, наш комитет, мы стараемся помочь, насколько можем. Кто знает, те знают. Я не буду здесь ничего дальше рассказывать. Но я на этот вопрос, отвечая, хочу сказать, что, ребята, вы там в республике, вы должны помогать семьям баймакских заключенных максимально, чем это возможно. Появилось лишние 1000, лишние 500 рублей. Переведите семьям. Появилась возможность приехать, там, я не знаю, дрова порубить, там, сено привезти этим семьям. Помогите. Появилось у вас там, зарезали вы корову, но там появилось у вас там 3 килограмма лишнего мяса. Отвезите. То есть любая малейшая помощь – это помощь. Это очень важно. Тем самым вы поможете как семьям, а семьи во многом случае многодетные, так и вы покажете свое внимание, и эти семьи будут видеть, что они не брошены, что о них помнят и так далее. Вот это, я считаю, что очень важно. Это самое важное, что может быть. И башкиры из-за границы, во-первых, их не так много. Они не такие богатые. Но и максимально какую помощь мы, если сможем оказать, тихо, скрытно, незаметно, это все равно будет намного меньше, чем та помощь, которая может оказаться быть внутри. И она может быть намного опаснее, наша помощь, для семей этих. И извиняюсь, друзья, скажите, как связь? Я немножечко Руслана иногда слышу не до конца. Есть какие-то траблы, перебои. У вас также или все-таки это только у меня? Очень не хотелось бы, чтобы какие-то смыслы пропали из нашего разговора из-за проблем со связью. Ну а пока следующий вопрос из чата. Как вы относитесь к деятельности НКО «Гражданский союз», спрашивает Владимир, по крайней мере, ник такой. Вообще, как к самой организации отношусь нормально. Нормально то, что они борются против этой системы, то, что они
продвигает, показывает какое-то будущее, будущее России, как они думают, что у этой России будет будущее Республики Башкортостан. Ну, вообще борется за права, хоть какие-то остались, если у россиян. Но у меня вопросы к их руководителю. Их руководителю Аким Туктаров, который в своих спорах со мной и в своих заявлениях несколько раз говорил о том, что он бы с удовольствием Республику Башкортостан превратил бы там в Уральский край, что он против того, чтобы там башкирский язык был единственным государственным языком, что нужно татарский обязательно еще ввести язык государственный, что у него есть вопросы по северо-западным регионам Республики Башкортостан. Эти слова явно не отражают какое-то мирное отношение ко всем живущим. Это слова, наоборот, несущие раздрай, действительно несущие раздрай Республики Башкортостан. И человек, Руслан, который такое может, заявляет... это как раз тот самый случай? Да, я понял. Я в курсе как раз-таки про эти высказывания. Но разве это не тот самый случай, о котором я вот весь эфир пытаюсь доносить на разных примерах, в том числе на своем? Ведь молодой человек, ему сколько лет, скажем так, в его возрасте мне было ой как далеко до понимания реальности вещей, скажем так. И может быть тут та же самая история? Та же самая история в чем? То, что человек... В том, что человек, конечно, он вырос в системе других координат. Как он может понимать истинное положение вещей? Я про это. Но человек уже видит, что есть серьезные проблемы и хочет с ними как-то бороться. Как видит, по-своему, конечно. Я уже услышал, да, в этом смысле полная поддержка. Но в других вещах я вижу, да, осуждение. Но ведь по другим вещам как раз-таки есть вопрос того, что не все потеряно. И, возможно, есть даже необходимость дать это самое время для того, чтобы осознать. Я буду только рад, если он переменит в будущем свои взгляды и поймет, что у народов, у автохтонных народов, у государствообразующих народов есть свои права вообще на то, чтобы создать свои национальные республики. Именно национальные республики. Не какую-то создать федерацию или что-то, а именно национальные республики имеют на это право полное. И так же, как у татар в Татарстане. Кстати, когда я ему задаю вопрос про татар Татарстан, он сразу же об этом уходит от ответа. И это очень важный показатель, что человек действительно имеет в своем корне является татарским националистом. Может быть, с одной стороны, это хорошо. Я с уважением отношусь ко всем националистам, которые защищают идентичность своего народа. Но националист – это не равно нацист. Когда ты националист, ты должен уважать и другие народы. Ты люби свой народ, уважай свой народ, но ты должен уважать и другие народы. Вот поэтому, тем более, если ты проживаешь на территории этого народа, пусть даже вас и больше, вас много. Не больше, а много. Вот. Поэтому я думаю, что со временем человек, если изменится, я буду только рад. Но пока, на мой взгляд, он является вот таким типичным имперцем с либеральными взглядами, которых сегодня практически большинство. Я еще раз извиняюсь, друзья, я порой не понимаю, что говорит Руслан, потому что у меня вообще какая-то ерунда сегодня. Надеюсь, что у вас не так. Вы пишете, что у вас не так, поэтому я продолжаю. Кстати, тут вопрос сейчас вот у меня свой созрел, попутный, скажем так. А как быть с теми людьми, которые живут в Башкортостане, которые, даже на мой взгляд, убедить будет практически невозможно. Условно говоря, выгодоприобретатели от того, что они осваивают природные богатства республики, я не знаю, там силовики, не все, наверное, среди них тоже, как ни странно, есть удивительным образом, да, это представители наших народов чаще всего, не только, есть те, кто понимают тупиковость пути. Но огромное количество тех, кто сейчас действительно на коне, и, в общем-то, они будут топить за режим до последнего, будут топить за войну бесконечную, и, в общем, против, конечно же, любых попыток не то чтобы независимость создать, но даже какой-то суверенитет приобрести. Можно ли будет как-то с этими людьми договориться, перетянуть их на свою сторону и вынудить, в хорошем смысле вынудить дальше жить и трудиться во благо нашего народа?
Или есть категории, на которых надо поставить крест и не пытаться ничего с ними сделать? Естественно, есть люди, одиозные личности, которые будут привлечены к суду, несомненно. То есть за все те преступления, которые они совершили против народа Республики Башкортостан, люди, которые там давали показания, сажали людей, люди, которые там заводили уголовные дела, люди, которые избивали и убивали людей наших. Ну, вспомним смерть Даута. Рифата Даутова, да. Рифата Даутова, да. Но кто-то же за это должен ответить. И не только те, кто убивал его, но и те, кто выносил судебные решения о том, что никакого разбирательства судебного не будет. Те, кто... Да, я понимаю. Но это в процентах очень маленькая доля от общего населения. Их мало. И согласен, что таких людей, которые непосредственно несли вред людям, физически или какой-то моральный, такой прям, которые разрушали людей, их не так много. Но с остальной частью придется примириться. Да, должна быть люстрация, согласен. Должны быть понести наказание определенная часть общества. Их будет немного, сразу скажу. Возможно, какой-то там маленький 1%, 1% или там 0,5% населения. Это вот руководители, это вот те, кто отдавал приказы, те, кто непосредственно исполнял приказы, такие, которые убивали прям людей или там сажали их на долгие годы и так далее. Вот эти люди понесут ответственность. А с остальными придется, я думаю, что примиряться и выстраивать новые государства. Невозможно посадить или там изгнать вообще всю половину общества там, или 30% общества. Это невозможно. Будем жить со всеми, разговаривать. Но так происходило во всех странах, которые получили независимость. Во всех. Да, там наказание получала какая-то там часть, ну даже брать ту же самую там нацистскую Германию. С остальными разговаривали, с остальными договаривались, остальных вновь брали на работу, потому что они профессионалы своего дела, специалисты. И все, и жизнь налаживалась. Ну только так, по-другому никак. Что касается той части общества, которая просто наотрез, вот по своим убеждениям, даже не являясь какими-то руководителями, там, силовиками, а просто часть общества, которая наотрез высказывается против независимости, то здесь сложно сказать. Скорее всего, когда мы объявим о независимости Башкортостана, эта часть общества в большей степени уедет. Какая-то часть общества просто смирится. Как это происходило то же самое, еще раз говорю, на бывших постсоветских государствах. И огромная часть русских уехала там с Литвы, с Казахстана, мы знаем, там большая часть уехала русских. Просто они не уехали не потому, что их гнали. Это вот все сказки, когда там говорят, что там гонения на русских были, их там выгоняли. Нет, возможно, были какие-то единичные эксцессы, но чтобы вот такого массового на государственном уровне такого не было. Никакого изгнания русских не было. Люди уезжали сами. Почему? Потому что они уже не хотели жить в независимом национальном государстве. Многие русские не хотели смиряться с тем, что теперь их язык не является доминирующим в новом этом образовании. Что теперь русские не занимают руководящие посты, как это было при Советском Союзе. Вот с этим многие не могли смириться. А возможно, у кого-то были какие-то преступления, какие-то высказывания, высокомерие там, на протяжении долгих лет по отношению к своим подчиненным из числа коренных народов. И когда этот коренной народ объявил о своей независимости, они понимали, что вот дальше жить уже с теми людьми, которых ты вечно презирал, вечно унижал, запрещал им разговаривать на своем родном языке, дальше жить так не получится. Нужно либо просить прощения перед всеми, меняться, начинать учить язык, либо уезжать. И многие просто не могли переступить через свою гордость и уезжали. И здесь будет то же самое. Я уверен, что вот те представители сегодняшней русской общины, которые у нас там есть в Республике Башкортостан, и им сочувствующие, тоже будет поставлены перед таким выбором. Либо ты смиряешься и признаешь вот эту независимость Башкортостана и начинаешь жить в новом нормальном государстве, демократическом, а мы собираемся строить демократическое государство со всеми правами, либо ты уезжаешь в свою любимую Россию, и там строишь свой русский мир. Все.
Ну, тут я бы как бы в продолжении, в поддержку ответил бы, что это коснулось далеко не всех. Нашлось большое количество русских, русскоязычных людей, например, в странах Балтии, которые приняли новые правила игры, освоились и прекрасно живут, получают гражданство, работают, занимают должности и, в общем, чувствуют себя хорошо, живя в Европейском Союзе, в демократическом государстве. Я Абсолютно прав, верно. не совсем? Абсолютно верно. Мало того, вот так как мы в своем проекте собираемся в будущем строить жизнь, ну, условно, у нас там есть пункт по национальностям, да, кроме башкир, то есть у нас же живет, ну, мы многонациональная республика, надо об этом сразу говорить прямо. И вот я очень много подчеркнул из Литвы. Здесь, в Литве, помимо литовцев, которых сейчас 70%, там 80 даже с лишним, живут белорусы, живут поляки, живут русские и другие народы. Есть белорусские школы, есть польские школы, есть русские школы, и детские сады то же самое. Учатся дети. И вот я работаю там с парнем, он сам по себе русский, закончил польскую школу. Он, соответственно, знает свой родной русский язык, он знает польский язык, он знает литовский язык, потому что литовский язык обязательно преподается во всех школах, и экзамены сдаются в школах на литовском языке. Соответственно, ты должен изучить литовский язык так, даже будучи учась в польской школе или белорусской или русской, что ты можешь на нем сдать экзамены. Они все трех-четырехязычные. Помимо того, что они знают свой родной язык, они еще знают литовский язык в обязательном порядке, они знают английский язык, потому что здесь очень хорошо преподается английский язык. И он свободно путешествует, он свободно переходит он может получать какие-то должности в литовском государстве, он может путешествовать по всей Европе, используя английский язык. Вот такое я вижу государство, где все будут знать башкирский язык как государственный, но в то же время их родные языки не будут ущемляться. Будут школы, будут детские сады, будет телевидение и так далее. Здесь телевидение в Литве есть и русскоязычное, и белорусское телевидение, Белсат и так далее. С этим все нормально. Угу. Да, я тут согласен, и вот тут я бы ответил, то есть вы вытурите 70% населения, так речь не о том. Вроде как Руслан не говорил о том, что он собирается кого-то вытуривать. Мало того, я скажу, что русские, они в большей степени это очень умный народ, очень образованный народ, и мы наоборот заинтересованы в том, чтобы этот народ был в Республике Башкортостан и двигал экономику, двигал вообще Башкортостан как хорошее современное государство. У нам много работы предстоит. Предстоит, чтобы Башкортостан стал хорошим независимым государством, который бы влился бы в семью государств мира. Независимых государств мира. Угу. Смотрите, тут есть еще важные, наверное, болезненные темы. Руслан, почему вы решили перекроить территорию Башкортостана, при этом отдать часть ее территории другим областям, не спросив нас и ее жителей? Почему вы и ваши соратники хотят насаждать в Башкортостане насильно ислам? Кстати, да, вот тут два. Вопрос границы и вопрос ислама. Так, сперва отвечу на второй вопрос. Никто никогда ни в одном заявлении у меня не было о том, что мы собираемся строить какой-то исламскую республику или в этом. Мы сразу везде заявляем, что у нас будет светская республика. Но ислам, так как его 2/3 населения исповедуют, считают себя мусульманами, и она будет официальная, что ли, религия тоже. То есть, имеется в виду, официальные праздники будут. Курбан-байрам, Ураза-байрам и так далее. В этом смысле. Но как при этом сейчас. Официально религия все-таки будет отделена от государства, да? Конечно, несомненно. Религия будет отделена от государства. И мало того, всем известный Ишмурат Хайбулин, которого считают в Республике Башкортостан там ваххабитом и салафитом самым главным, он выступает за то, чтобы Республика Башкортостан была светским государством. Но он это объясняет по-своему. Он говорит, что ни о каком шариате невозможно, не может быть идти речи в государстве, в республике, где исповедующих ислам, вот именно соблюдающих все нормы ислама, начиная там от выплаты заката, соблюдения уразы, там, пятикратного намаза, таких 0,1% на самом деле. Вот 0,1% таких, которые полностью соблюдают. Остальные как бы там так раз в неделю сходят в мечеть в пятницу, там раз в год позовут на Коран-Аши, и все. То есть никакого подавляющее большинство мечети были после рождения, когда мулла и сын хуштуру, да, и все, и потом никак во время свадьбы. Надо отдать должное, что в последнее время к исламу все больше и больше людей приходят. Но все равно мы за светское государство.
И поэтому как бы мы против какого-либо вот насаждения вот, какого-то теократического государства у нас не будет точно. Это на первый вопрос. Что касается перекройки границ и так далее. Когда вот был вопрос по поводу того, что Башкортостан останется, возможно, в анклаве и так далее, как он будет осуществлять свою деятельность и так далее. Я вот что могу сказать по этому поводу. То есть, когда нам говорят, что вы останетесь в анклаве, и как вы будете дальше там торговать со всем миром, как у вас будут границы, у меня сразу возникает вопрос. А вы что, хотите нас взять в блокаду в экономическую? То есть вот сразу же вот в ответе на этот вопрос, да, кто нам такие слова говорит, что у вас будет блокада, как вы будете там свои товары. Будем договариваться, чтобы наши там товары проходили через Оренбургскую область, если Оренбургская область останется в составе России. Но возможно, что Оренбургская область будут такие масштабные изменения, что Оренбургская область, возможно, отделится и там присоединится условно там, к Самарской области, с которой она граничит, к Саратовской области, и образуется какое-то условно Волжское государство. Есть такой вариант? Есть. Тогда мы будем граничить с независимым государством и будем, возможно, с ними договариваться. Да, я понимаю, что в приоритете очень важно, жизненно важно, чтобы у нас была своя граница с с Казахстаном. Поэтому мы будем попытаться договариваться с властями Оренбургской области, чтобы они нам вернули наш Кувандыкский район. Мы готовы за это заплатить, мы готовы за это обменяться территориями, если надо будет. Это жизненно важно, потому что сегодня Оренбургская область объявит о своей независимости, пройдет 100 лет, в ней возобладают какие-то имперские настроения, которые захотят вновь там присоединиться к России. Она присоединится к России, и там, возможно, сделают так, чтобы нас просто отрезать от мира. Может быть такое? Может быть такое. Поэтому, если у нас будет своя граница, если эти земли, а эти земли наши, на самом деле, как бы исторически, все знают прекрасно, что Кувандыкский коридор, и вообще часть башкирских земель, часть оренбургских земель – это башкирские земли. Если она вернется к нам, это будет хорошо. Мы сделаем все возможное. Воевать мы не хотим за эти земли. И не стоит этого, потому что никакая война, она не оправдывает вот этого. Это раз. Плюс, чтобы Башкортостану стать успешным, развивающим государством, ему явно нужен мир. Ближайшие каких-либо потрясений, ближайшие 50-100 лет точно не нужно. Поэтому будем договариваться. А то, что мы хотим обменять территории, как один из вариантов, это есть в практике у разных стран мира. Я надеюсь, что я услышал ответ, на самом деле. У меня практически пропала связь. Я вот что-то там, какие-то отголоски до меня доносятся. Я надеюсь, что зрители все в порядке видят. Удивительно, конечно, что происходит. Как будто кто-то специально. Хотя я противник всякого рода конспирологических теорий. Значит, у меня был в самом начале вопрос, я сейчас, наверное, по кругу вернусь, вопрос стилистический. Очень популярно среди, скажем так, сторонников независимого Башкортостана популярен термин «псевдолибералы». Я давно силюсь понять, как понять, что это за люди такие. То есть чаще всего такими словами называете вы тех, кто вроде как против идеи независимого Башкортостана. Почему? Вот можно поподробнее остановиться на этом моменте, скажем так? Подробно объясняю. Слово «либерал», уже в своем слове «либерал» есть понятие «свобода». То есть оно построено, либерал, на свободе, да, то есть и оно заключается в самом названии либерал, слово «свобода». Как может быть человек называть себя либералом, если он против свободы народов? Мы на сегодняшний момент не свободны. Мы не свободны. И нам никто не предлагает вариант проведите референдум или рассмотрите вариант независимости и что-то. Такого нету даже. Они говорят, что нет, вы должны быть в составе России и все. Это такой либерал не может говорить на самом деле. Вообще по логике. По логике либерал, на мой взгляд, он должен предоставить свободу всем, если
народ, если как бы человек хочет свободы и находится в заключении, и либерал выступает за его освобождение, то почему, если взять не народ, то есть не человека, а народ целый, группу людей, там, в 1 миллион человек, в 5 миллионов человек, как татары, и которые хотят свободы, которых когда-то завоевали, почему? Если он против этого, значит, он не либерал, он псевдолиберал. Как бы все логично. Да, понятно. Тут мне противопоставить на данный тезис нечего. Вот единственное, наверное, опять же, в качестве ремарочки, я всегда допускаю, что человек может заблуждаться и очень глубоко заблуждаться на определенном этапе своей жизни. И этому всегда есть объективные причины. Просто потому, что люди из такого теста слеплены, причем в нескольких поколениях. И пройти путь осознания и смены парадигмы – это очень непростая задача. По своему опыту говорю. Вот. Тут вот какой вопрос. Я абсолютно убежден в том, что нас смотрят вот не только те, кто в чате очень активно обсуждают. Я уже тут отстал. Извините, те, кого пропустил. Тут вижу, уже были претензии, что я там что-то кого-то игнорирую. Я никого целенаправленно не игнорирую, я просто не успеваю при всем желании. Так вот, есть у нас же с вами земляки, во многом знакомые даже люди, которые зачастую уж наши встречи точно не пропускают. Потом это все превращается в разные опусы телеканала БСТ. Я уже молчу про всякого рода телеграм-каналы, с позволения сказать, которые выводы всякого рода делают. От некоторых просто, я не знаю, хочется, ржать очень долго, когда связывают совершенно не связанные вещи, особенно переплетая Руслана Габасова с пруфами, там еще что-то. Наверное, понятно, о чем речь. Вот, может быть, не то чтобы проанализировать, это анализировать адекватно невозможно. Как-то есть ли вообще мысли на этот счет? Вот зачем это все делается? С какой целью? Понятно, общая цель, да, там скомпрометировать, сделать так, чтобы жители республики не прислушивались, не обращали внимания. Для этого чаще всего озвучивают лишний раз вот эти вот ярлыки: террорист, экстремист, иностранный агент и прочее. Для некоторых, кстати, хватает, я по опыту знаю. Им, если скажешь, иноагент, все, надо подальше держаться. Но, может быть, не только эти цели. Вообще, что там происходит вообще? Может, мы оторвались от реальности, ничего не понимаем. Может, все уже по-другому. И людям нравится прислушиваться к этим вот нашим коллегам, в кавычках. В общем, какая-то такая, может быть, не совсем сформированная мысль, но, надеюсь, понятно, что я пытаюсь обсудить. Отвечая на этот вопрос, можно взять интервью Разифа Абдуллина, когда он буквально недавно давал интервью, и когда ему задали вопрос, вы задали вопрос по поводу того, что почему они, то есть какая цель от нас. И он сказал, что вы доносите правду, вы доносите другую реальность, как альтернативную информацию приносите. Это очень важно, я считаю, что вот именно поэтому нас и стараются. А помимо этого, еще какая-то часть из нас имеет влияние на определенную часть людей. И они несут идеи совершенно, которые, возможно, привлекательные идеи. Идеи, которые кардинально отличаются от той серой действительности, которая сейчас есть в России. Поэтому мы, естественно, несем угрозу. Угрозу для государства, угрозу для их строя, для их режима. Именно поэтому они против нас включают всю машину, репрессивную машину, начиная от и различных ярлыков, и заканчивая различными фильмами, видео, постами про нас и так далее. Потому что мы говорим правду, потому что мы даем людям другую реальность, другой образ будущего. Вот и все. И мы обличаем их, скажем так, в преступлении, что невозможно сегодня сделать в Республике Башкортостан. Это самое главное, я считаю. Наши зрители не отпускают и требуют
Так, меня не видно. Сейчас одну секунду, Руслан, я прошу прощения. я бы хотел Да, бы да. по Мурзагулову сказать, потому что... Вот, я и пытаюсь. Сейчас, одну секунду. Тут пишут просто, и как раз Мурзагулов, я думал, что, может быть, все и так понятно. Но окей, я здесь сразу скажу от себя, что, ну что ж к нему-то пристали? Он же занял правильную позицию. Надо уже опять общаться и работать вместе. Это если коротко. Это вопрос к нам? Да, это и вопросы, и утверждения в одном флаконе, как говорится. Смотри, Я и Айгуль его задавал. Вот Айгуль пишет в чате, кстати, Да. Айгуль Леон, что Да. там по Мурзагулову. Айгуль в эфире, она, ну, не полностью, скажем так, да, ответила на вопрос. И когда Руслан, ты задал вопрос ей по поводу того, что почему мы выступили против того, чтобы Мурзагулов представлял Башкир в ПАСЕ. Ну, начнем с того, что мы выступили именно только против этого. Нет, вопрос был задан, то, что почему мы выступили против того, чтобы Мурзагулов был в ПАСЕ. Вот. Здесь сразу скажу, что в нашем заявлении есть такой пункт, что мы не против того, чтобы он вообще был в ПАСЕ от российской оппозиции. Мы против того, чтобы он представлял именно башкирский народ. И мы объяснили там, почему. Объяснили, почему, какие причины. Но если как бы здесь говорить зрителям нашим, то начнем с того, что когда Мурзагулов перешел на сторону оппозиции, уехал из России, ему очень много предъявляли за Лилию Чанушеву. За ФБК уфимский, за Лилию Чанушу, что он ее травил и так далее, там в эфирах, в прямых. Он перед ней извинился. Вроде бы на этом как бы был закрыт вот этот вопрос. Дальше то, что сейчас у них продвигается, это как бы уже там другое. Ну, продвигается, имею в виду, вражда. Но все мы помним, скажем так, действия Мурзагулова по отношению к защитникам Куштау. Все мы помним действия Мурзагулова по отношению к организации Башкор. Непосредственно у тебя в эфирах, Руслан, он многократно высказывался по нам, очень нелицеприятно, агрессивно, угрожал, оскорблял и так далее. Вот таких извинений мы от него не услышали. Хотелось бы услышать такие. Я ему говорил об этом. Когда он говорил о том, что вот давай как бы там вместе все, я говорю, ну, пожалуйста, да, начнем, ну давай, но надо закончить со старым. Потому что нас люди не поймут. Нас в первую очередь башкиры свои же не поймут, когда мы начнем какие-то совместные там проекты или что-то там делать с Мурзагуловым, когда они скажут, ну, ребята, этот человек еще вчера нас там участвовал, возможно, я точно не уверен, и хотелось бы, чтобы Мурзагулов об этом рассказал. Возможно, он участвовал вот в том заседании, где принималось решение избивать защитников Куштау, где принималось решение там нанимать тетушек ночью и нападать на лагерь. Возможно, он принимал в этом участие. И, скорее всего, я так думаю, принимал участие. Но, как минимум, он это через свои информационные ресурсы защищал, все эти действия. И как бы обелял действия правительства Республики Башкортостан, Хабирова и так далее. Вот за это хотелось бы, чтобы он принес извинения. Потому что пострадало огромное количество народа, унижено огромное количество людей. Никаких извинений мы не слышали. Мало того, он до сих пор продолжает утверждать, что все защитники были куплены Ротенбергами, там, Кремлем и так далее, что вот глупые, наивные и так далее. Это очень схожая риторика с теми сегодняшними властями, которые говорят, что вот на защиту Фаиля Алсынова во время Баймака вышли наивные, глупые люди, которых там привел кто-то. Условно даже я, потому что я тоже там фигурирую в этом голом деле. Конечно, да, тоже еще. Да, там у людей доллары нашли якобы в карманах. Вот очень схожая риторика. И он до сих пор действует теми же самыми методами, которыми привык действовать, будучи руководителем всех вот этих структур, и федеральных, и республиканских. И до сих пор он этими же методами действует. Плюс... такой фактор один, что вот он на меня лично писал заявление в ФСБ и прокуратуру. Ну, это же тоже как бы не сотрешь с историей. Я понял. То есть он должен отреагировать.
И я, Да, забегая вперед, скажу, что после эфира с Айгуль он вышел на связь и предложил пообщаться на нашей площадке всем вместе. Поэтому есть возможность на это предложение тоже отреагировать, подумать, и я всячески поддержу и готов организовать данный процесс. я не против, и я несколько раз задавал вопрос Мурзагулову через свои платформы, ну, через тот телеграм-канал, чтобы он ответил на вопросы, кто отдавал приказы избивать защитников Куштау, принимал ли в этом участие сам Мурзагулов, кто нанимал тетушек, кто платил им деньги, кто привозил их на автобусах, кто отдавал приказы выделять автобусы Башавтотранса, кто давал приказы там гаишникам пропускать эти машины с тетушками и не пропускать машины с защитниками Куштау. Вот пусть ответит на эти все вопросы, как бы, если он сейчас в оппозиции, если он сейчас за народ, если он хочет прощения от народа, я считаю, что в первую очередь нужно от чистого сердца там признаться, раскаяться, рассказать все, как было. И потом, возможно, народ простит. Потому что, сейчас он действительно на правильной стороне. Но без вот этого скелета в шкафу, без него никак. Тут я тоже не могу не согласиться. Действительно, народ простит, я в этом убежден. Достаточно расставить точки над «и», если есть с этим определенные сомнения. Ну что ж, мы даже вышли, получается, за временной наш лимит. Хотя, с другой стороны, вроде и нет лимита. Так или иначе, будет повод продолжить. Я искренне благодарю нашу сегодняшнюю аудиторию. Очень широкая аудитория для нашего канала собралась. Аудитория до сих пор пишет вопросы. Пожалуйста, лайкайте, друзья, поддержите нашу беседу. И давайте сделаем так, чтобы наши беседы продолжались. Руслану большое спасибо и Зур Рахмет. Спасибо всем зрителям. Спасибо, Руслан. До новых встреч, друзья. Пока.